В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии ведущий Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Навигация для паромов в этом году из-за теплой погоды может начаться на несколько дней раньше. В ряде территорий Якутии ввели новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Балтийский судостроительный завод заложит универсальный атомный ледокол под названием «Якутия». Вертолет Ми-8 вылетел в район затора у села Лабуя Среднеколымского района. Он должен совершить новый подрыв льда. У города Среднеколымска наблюдается редкий ледоход. Уровень воды на 21 час по среднеколымскому времени составляет 12 метров 44 сантиметра. При критической отметке в 12 метров ровно. В динамике +1 сантиметр за последний час. Особое внимание прошу обратить на социально незащищенные группы населения, на людей с ограниченными возможностями денег. У вас работа это всегда проводилась, но здесь очень серьезно надо смотреть. Прошу на постоянном контроле состояния дамбы держать. Те работы, которые вы сейчас проводите, продолжить. Мы в оперативном таком режиме с республиканским штабом у нас постоянно уже в таком режиме быть связи. Со дня на день в Якутии начнется навигация для судов, осуществляющих паромные перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Пароходы прошли все проверки, получили заключения и допуски. О навигации 2020. Александр Хавренко. Сегодня вечером пароход «Паром-8» должен отправиться в первый пробный рейс навигации 2020 по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Нынешняя навигация у нас на несколько дней обещает открыться пораньше, так как погода у нас более-менее благоприятная. В данный момент суда предъявляется портовому надзору, либо Роспотребнадзору, получают свидетельство, документацию. И будем заниматься подготовкой причалов, оборудования, делать пробные рейсы. Как и в остальные сферы деятельности, в работу паромных переправ будут внесены некоторые изменения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Занимаемся именно социальной дистанцией, разметкой, да? Разрабатываются инструкции дезинфекции, именно защитить, допустим, экипаж, да? Потому что пассажиропоток в любом случае будет проходить через экипаж, и вот это все должно быть предусмотрено. Места общего скопления, это, допустим, перед кассой, там дистанция должна быть, обрабатываться, и сам теплоход должен обрабатываться, споласкиваться, допустим, после смены. Важно отметить, что на паром будет допускаться только личный автотранспорт и грузовой транспорт, осуществляющий коммерческие перевозки. Междугородние и межрайонные такси до перевозок на паромах допускаться не будут. Также существует ряд ограничений для пассажиров без автотранспорта. Решением главы приостановили именно пассажирские перевозки на основных переправах. Ограничения не будут касаться, если есть на то медицинские показания по онкологии и, соответственно, если вы работник организации, чья деятельность не приостановлена. Также воспользоваться услугами парома без личного автотранспорта смогут обладатели билетов на поезд, отправляющийся со станции Нижний Бестях. Роспотребнадзор рекомендует пассажирам паромов соблюдать меры безопасности, не покидать салоны автомобилей во время переправы, не контактировать с другими пассажирами и, конечно же, соблюдать масочный режим. В навигации 2020 также будет работать приложение «Паром», которое, по задумке, должно предотвратить скопление водителей на переправе. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Теперь об эпидобстановке. 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за минувшие сутки в Якутии. Так, в Якутске зафиксировано 30 случаев заражения, 2 новых случая в Татинском районе, 3 в Мирном, 1 в Хангаласском и 1 в Мегино-Кангаласском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 997 случаев коронавируса. 410 человек полностью выздоровели, 6 летальных исходов. Ситуация у нас достаточно стабильная по коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных по республике достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. Мы уже с 17 мая фиксируем число заболевших, прирост заболевших за сутки не более 5%.
10% по республике. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции, который замеряется Роспотребнадзором, он у нас впервые упал ниже единицы. Это такой обнадеживающий фактор. И второй день подряд у нас число выписанных из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас из больниц республики 43 человека выписано. Новые ограничения начинают действовать на территориях, не входящих в перечень труднодоступных. Магазины продуктов, товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный уличный вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более 2 человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование от других граждан не менее 1 метра. При прогулке, самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Карантин введен с сегодняшнего дня в селе Салбан Намского района. Соответствующий указ подписал глава Якутии. В районе зарегистрировано 28 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе в селе Салбан 24 случая. Сегодня сейчас в Салбанце вылетает у нас вертолет, на котором помимо наших сотрудников медицинских вместе с соответствующими средствами индивидуальной защиты, значит, там, продуктами некими питания, значит, кроме того, еще будут направлены и сотрудники МВД. Под угрозой заражения на всех территориях коронавирусом остаются семьи. Как рассказала зампред правительства Ольга Балабкина, на этой неделе было зафиксировано много именно семейных очагов. Количество деточек продолжает, значит, непосредственно расти. Мы выписали 3 ребенка, тогда как поступило у нас за это время 4 ребенка. А что это говорит? Это говорит о том, что те очаги, те контакты, которые есть, те группы заболевших, которые есть как в городе Якутске, так и в районах, они прежде всего связаны с семейными очагами. То есть если для прошлой недели у нас были характерны такие корпоративные очаги как таковые, да, то сегодня опять коронавирус уходит в семью и очень много семейных очагов. Глава Якутии обозначил ключевые задачи по организации завершения учебного года и летнего отдыха детей. С учетом переноса сроков открытия летних оздоровительных лагерей, чтобы ребята не оставались предоставленными сами себе, необходимо максимально охватить их различными формами дистанционного досуга. По данным Министерства образования и науки Якутии, в этом году 11 классы заканчивают почти 8 тысяч учащихся. Из них в вузы планируют поступать чуть более 6350. В настоящее время сроки и порядок проведения ЕГЭ не определены. В текущем году летним отдыхом планируется охватить не менее 50% от общей численности обучающихся. Это свыше 72 тысяч школьников. Первая смена летней оздоровительной кампании, за исключением труднодоступных населенных пунктов, будет организована в дистанционной форме. Государственная итоговая аттестация началась в Алданском политехникуме. Также вскоре работу начнет приемная комиссия. Как без 5 минут специалисты демонстрируют полученные знания и как будет проходить прием документов на поступление, узнавала Татьяна Вахнина. Коридоры, аудитории и мастерские Алданского политехникума опустели в марте. В режиме изоляции учреждения образования работают дистанционно. Если сначала имели место некоторого рода сложности, то на финише учебного года студенты ощутили прелесть получения знаний на дому. Самостоятельность предполагает большую свободу. Я думаю, для дистанционка. Вот. Потому что я не хочу рано вставать, например, даже вот взять утро. Я никуда не спешу, не боюсь опоздать, не боюсь, что мне что-то за это сделать. Я просто, как все положено, как, например, утром встал, включил, что надо и работаю. Большинство этапов учебного процесса современные технологии позволили перевести в новый формат. Между тем, в любой профессии многие вещи постигаются только на практике, а дистанционно ее проводить невозможно. Предполагается, что к освоению навыков ребята приступят на исходе лета. Группы, которые должны уйти на практике, мы их вывели в так называемый каникулярный режим. Вот. А в августе, положенное время, уже ребята выйдут на практике. Поэтому мы это подтверждаем сейчас с теми предприятиями, у которых у нас есть договора.
В этом году из стен техникума выйдут порядка 70 молодых специалистов. На финишной прямой к получению документа о профессиональном образовании ребятам предстоит пройти аттестацию и защитить диплом. Знания автомеханики, электрики, сварщики и специалисты горных работ продемонстрируют в разных формах. Подготовка к защите дипломной работы с каждым студентом ведется индивидуально. Мы разработали систему графика посещений индивидуально студент-преподаватель с сохранением всех мер предосторожности, а также так называемого временного промежутка для того, чтобы успевать обрабатывать помещения там, где проходят консультации. Вскоре государственная итоговая аттестация передаст эстафету приемной комиссии. Подать документы через сайт госуслуги иногородние абитуриенты впервые получили возможность в прошлом году. Летом 2020-го дистанционный вариант приема документов будет единственным. Спектр довольно-таки широкий, потому что есть специальности, это средние технические, потом специальности, которые чисто профессиональные, да, рабочие специальности. Спектр специальностей для абитуриентов, поступающих как на базе 11, так и на базе 9 классов, как прежде, обширный. Выпускникам школ предоставляется выбор более чем из 10 направлений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Несколько сотен студентов начали обучение в СУЗах республики по строительным специальностям. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Сегодня Якутия испытывает потребность в кадрах. Это связано с тем, что многие работники, которых строительные компании привыкли использовать из ближнего зарубежья, сегодня недоступны. Эту разницу планируют заполнить местными кадрами. С 2017 года в республике реализуется программа «Местные кадры в промышленность». Сейчас эту программу решено расширить за счет других отраслей. У нас на сегодняшний момент около, по разным подсчетам, от 1300 до 1400 кадров, которые в дефиците, те, которые нам предстоит найти, предстоит подготовить. Я считаю, что самый такой пиковый спрос будет в середине лета, поскольку это самый активный строительный период. Большинство строительных специальностей, такие как каменщики, отделочники, как раз в этот период у нас обычно приезжали из стран ближнего зарубежья. В этом году мы планируем полностью этот дефицит покрыть за счет внутренних наших трудовых ресурсов. По итогам прошлого года промышленными компаниями, которые работают на территории Якутии по программе «Местные кадры в промышленность», трудоустроено более 8 тысяч человек из числа местных жителей. Из них свыше 3 тысяч молодежь в возрасте до 30 лет. За первый квартал уже этого года промышленными компаниями, которые участвуют в проекте, трудоустроено почти 1700 человек. Всего до 2024 года планируется трудоустроить в промышленные предприятия около 27,5 тысяч в 27 предприятий. Охватившая весь мир пандемия коронавируса повлияла на экономику в целом и на алмазно-добывающую отрасль в частности. Как обстоят дела у акционерной компании «Алроса» и какую поддержку оказывает алмазодобытчик республики во время распространения коронавируса? В материале нашего корреспондента. Правительство страны еще в марте объявило о дивидендных каникулах госкомпаний в период коронавируса. На фоне кризиса были опасения, что «Алроса» не сможет выплатить дивиденды. Но на прошлой неделе компания сообщила о решении наблюдательного совета по дивидендам за второе полугодие прошлого года. Эти средства будут направлены на бюджетные нужды республики. Прошлый год для компании был достаточно успешным, и мы заплатили уже 30 миллиардов дивидендов. И дополнительно выплатим по второму полугодию еще 16 миллиардов рублей. Доля Республики Якутия и алмазоносных провинций около 16 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на, безусловно, бюджетные нужды республики, бюджет который и так пострадал от последствий коронавируса, потому что не только в компании «Алроса» развиваются определенные тенденции с марта этого года, но и по ряду других отраслей. Но эти деньги, я уверен, что грамотно будут направлены на соответствующие нужды бюджета Республики Саха-Якутия. В Якутии одним из относительно благополучных районов по распространению COVID-19 является Мирнинский район. Благодаря поддержке «Алроса» здесь удалось предотвратить вспышку коронавирусной инфекции. С начала марта компания направила в район более 420 миллионов рублей.
Это и поставка тяжелого оборудования, и поставка вентиляторов легких, оксигенаторы, различная защита, костюмы защитные для врачей, СИЗы, перчатки, маски, лекарства, укрепление медицинской инфраструктуры. Огромное спасибо властям региона, Айсену Сергеевичу лично, потому что мы с ним в онлайн-режиме согласовывали в марте дополнительные жесткие мероприятия, которые наша компания предприняла с целью не допустить проникновения инфекции в наш район и на наши предприятия. В связи с пандемией, в частности со вспышкой коронавируса в вахтовых поселках, компания рассматривает возможность изменения кадровой политики. К примеру, трудоустроить как можно больше местной рабочей силы вместо вахтовых рабочих из других регионов. Я знаю, что Айсен Сергеевич Николаев крайне активно занимается этим вопросом. Мы тоже отдельно работаем с другими недропользователями по тому, чтобы все-таки они опирались больше на местных жителей. Если хорошо, давайте обучать их, давайте смотреть, какие специальности в дефиците. Нет ничего невозможного. И опыт компании «Алроса», высокотехнологичной, эффективной компании, показывает, что, опираясь на местную рабочую силу, мы получаем массу преимуществ. Поэтому я уверен, что большинство недропользователей, которые сегодня оперируют на территории республики, поменяют свой подход и будут все-таки в первую очередь опираться на местных жителей. После пандемии добывающим отраслям предстоит долгое восстановление. Сейчас компания «Алроса» вынуждена оптимизировать инвестпрограммы и реагировать на кризис. По словам Сергея Иванова, в апреле-мае продажи близки к нулю. Однако, по мнению руководства, «Алроса» обладает существенным запасом устойчивости, и с восстановлением спроса на алмазы компания преодолеет кризис. Пока же добывающие предприятия приоритетной задачей ставят заботу о здоровье своих сотрудников. Анна Саркомова, Владимир Борисов, Москва, Якутск. Более подробно о ситуации в главной алмазодобывающей компании страны и о текущих делах в «Алроса» нашему телеканалу в программе «Актуальное интервью» рассказал генеральный директор Сергей Иванов. Не пропустите эксклюзивное интервью завтра, 22 мая в 13:45 и в 19 часов на телеканале «Якутия-24», а также в 18:30 на телеканале НВК «Саха». Якутские предприниматели получили первые субсидии по мерам поддержки малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день по России уже порядка 340 тысяч организаций оказана помощь со стороны государства. Подробнее в сюжете с Эргланой Неустроевой. С 1 мая по всей России начался прием заявок на получение субсидий пострадавшим предпринимателям. По республике их количество на сегодняшний день достигло порядка 6,5 тысяч. Это свыше 70% от всех пострадавших зарегистрированных предприятий. Уже с 15 мая начались первые выплаты. То, что касаемо предпринимателей, которые не попадают под федеральный список для получения вот этой помощи, да, у нас в республике указом главы определены 7 основных субсидий, которые выплачиваются пострадавшим предпринимателям уже по региональному списку. Он намного шире, чем федеральный. И у нас вот с этой недели уже объявлен конкурс на получение субсидий. Вячеслав Данилов начал свой бизнес аж в 1997 году и уже в 2000-х годах открыл свой первый строительный магазин. Сейчас же под его руководством в стекольном цеху работает 23 сотрудника. Предприниматель признается, из-за эпидемиологической ситуации предприятие начало нести убытки. Мы недавно получили выплаты именно за сохранение рабочих мест на работника 12 310. Это у нас работников 23. Получили очень быстро. Без проблем, можно сказать, что мы то, что требовалось, сделали, написали заявление, отчеты все пенсионному, там все показали. И без никаких проблем очень быстро поступила данная сумма, можно сказать. Особенные убытки понес ресторанный бизнес. Однако, как утверждает предприниматель Антон Ломакин, это стало для него дополнительным стимулом к развитию. Совсем недавно их компания перешла на доставку еды и открыла интернет-магазин, где теперь реализует продажу полуфабрикатов. Рабочие места были сохранены, но, конечно же, отчасти все-таки зарплаты шеф-поваров, управляющих, они были снижены. От той выручки, которая есть, она пропорционально делится между всеми сотрудниками. Размер зарплаты, но он не меньше минимального, то есть они все равно довольны они получают. Но единственное, конечно же, работает повар не всегда только поваром, там и где-то и помогает. Но это формирование команды так и происходит, мне кажется.
Прием заявок на получение федеральных субсидий продлится до 31 мая текущего года. Стоит отметить, что правительство Якутии также оказывает материальную помощь пострадавшим предпринимателям, попавшим в республиканский список. Прием заявок начался с 18 мая и продлится до 6 июня. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с Днем полярника. В сообщении сказано, что сегодня Арктика – это территория производства новых знаний, внедрения достижений науки и техники. Как никогда высок вклад якутян. В начале года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года. Уверен, реализация всех намеченных планов приведет к реальным изменениям в социально-экономическом развитии арктических районов Якутии и страны в целом, написал Айсен Николаев. Несомненно, дальнейшее развитие Арктики зависит от Северного морского пути. Балтийский судостроительный завод заложит универсальный атомный ледокол под названием «Якутия». Он станет 4-м атомоходом проекта 22-220. Название новому ледоколу выбирали согласно традиции Росатомфлота, когда морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Известно, что по своим техническим характеристикам Якутия сможет одинаково эффективно работать как в устьях сибирских рек, так и на трассах Северного морского пути. Заказчиком строительства выступает Атомфлот, это предприятие госкорпорации «Росатом». Техническая закладка атомного ледокола «Якутия» состоится 26 мая. Сейчас на Балтийском заводе проходит обработка закладной секции. Ледокол «Якутия» продолжает серию ледоколов проекта 22-220. Они отличаются от ледоколов советского периода своей универсальностью, мощностью, введением новых технических решений. Спуск запланирован на ноябрь 2022 года, физпуск реакторной установки в июле 2024 года. Ходовые испытания ледокола «Якутия» будут проходить на Балтийском море, а ледовые испытания будут проходить в морях Арктики. Спуск запланирован на ноябрь 2022 года. Физический спуск реакторной установки состоится в июле 2024, а передача заказчику в декабре 2024 года. Ходовые испытания ледокол «Якутия» будет проходить на Балтийском море, а ледовые испытания пройдут в морях Арктики. На этом мы завершаем выпуск, но прежде напоминаем. На многих территориях Якутии, включая столицу, действует масочный режим. Не подвергайте себя опасности, надевайте маски в общественных местах, в особенности в общественном транспорте и закрытых помещениях. Берегите себя и до свидания.